Как вам уже известно, в Якутске реализуется совместный проект региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и компании «Мегафон» «Спорт вместе по-настоящему». Спорт играет неотъемлемую часть в жизни каждого человека, а начинается эта дружба со спортом еще с уроков физкультуры в школе. Благодаря проекту «Спорт вместе по-настоящему» любой ученик с ограниченными возможностями здоровья может познакомиться с паралимпийскими видами спорта и попробовать в них свои силы. Мы воодушевились этим проектом, потому что увидели в нем именно признаки системности. Ну и мы прекрасно понимали, какую пользу может принести этот проект детям с инвалидностью. Не собираемся бросать этот проект, мы собираемся его продолжать поддерживать. Возможно, даже будут подключаться новые какие-то города и регионы. Мы думаем, что в Якутии мы нашли хорошего партнера в лице фонда «Харысхал». И поэтому надеемся, что дальше будет проект существовать с их поддержкой. В проекте принимают участие 5 учреждений города Якутска, средние общеобразовательные школы номер 18 и 35, детская юношеская спортивная школа номер 2, Саха-политехнический лицей и Кангаласская школа. Дети еженедельно проходят занятия по физкультуре в рамках внешкольных занятий. Мне этот проект понравился, потому что у нас очень много таких детей с ограниченной возможностью, с ослабленным здоровьем, и они как раз ничем не занимаются. Эти дети как раз попадают под эту рамку. Я очень рада, что эти дети теперь, как вы сами видели, сегодня с азартом играют. Если некоторые из них раньше физкультуру не очень-то любили, то теперь они с удовольствием ходят заниматься спортом. Проект, конечно, необходим спорт вместе по-настоящему, именно для таких детей, которые именно внимание уделяют. Это очень хорошо, потому что должен двигаться еще больше детей мы должны собрать и этими детьми привести не только такие игры, но и другие еще игры можно придумать и поиграть. В рамках проекта «Спорт вместе по-настоящему» на базе Саха-политехнического лицея прошел большой день параспорта, где собрались представители школ, на базе которых реализуется проект в Якутске. Мероприятие началось с мастер-класса для собравшихся по голфболу и волейболу сидя. После этого представители школ сразились между собой в увлекательную игру «Боча». Игра выдалась зрелищной и захватывающей. Третье место получила средняя общеобразовательная школа номер 35. Серебро досталось школе под номером 18. Ну а абсолютными чемпионами стала команда из детской юношеской спортивной школы номер 2. Все участники получили поощрительные призы от партнеров проекта компании «Мегафон». Интересные соревнования. Мне бы еще хотелось такие, чтобы проводились. Прошли весело, все на веселе были. На 100% играли все. Я думал, соперники очень сильные будут. Не, я думал, мы займем последнее так. Потому что я смотрел, как другие играют, потому что у нас уже нет шансов. Но потом получилось так, что мы заняли второе. Мы вместе заняли это место. Мы все вместе дружно и помогали друг другу. Соперник сильнее, мы не можем победить. Пусть занимаются спортом, это жизнь, весело. По словам организаторов, День параспорта в Якутске будет проводиться каждый месяц, в которых будут представлены новые паралимпийские виды спорта. Организаторы также надеются, что к их проекту присоединится больше общеобразовательных школ, которые с удовольствием станут частью проекта «Спорт вместе по-настоящему». Верите ли вы в сказку? На этот вопрос наверняка не каждый даст положительный ответ, но сейчас мы вам докажем, что чудеса существуют. Не так давно 5 семей из Якутска вместе с психологом благотворительного фонда «Харысхал» Татьяной Сабарайкиной отправились в северный путь добра, в Великий Устюг, в вотчину Деда Мороза. Семьи уже на протяжении года находятся на сопровождении у фонда, посещают различные семинары, мастер-классы, принимают активное участие во всех конкурсах. И данная поездка в Великий Устюг была определенным этапом как для детей, так и для их родителей. У нас давно работает семейная интегрированная школа «Ласточка». И в рамках этой школы мы придумали новый проект, и его решили провести на прямо базе вотчины Деда Мороза.
Да? Почему именно выбрали это место? Потому что это сказка, во-первых, во-вторых, это чудо, в-третьих, это все-таки тот путь, который в пути всегда мы видим, насколько дети самостоятельные, не самостоятельные, насколько вот это преодоление всего этого дальнего пути, так скажем, где родители видят детей совсем другими глазами. И то, что группа едет, да, это, конечно, взаимоподдержка, это еще они учатся друг у друга, родители, они видят другой опыт общения со своими детьми, они видят опыт такой, который, может быть, для них может быть уникальный, да, может, они даже не предполагали, что так можно сделать. Семьи не только получили уникальную возможность лично познакомиться с главным волшебником страны Дедом Морозом, но и окунуться в волшебную сказку Великого Устюга. Мария Босикова и ее сынишка Дима познакомились с фондом в канун 2015 года, и с тех пор их жизнь заиграла новыми красками. Фонд Ихарасхал. Я в прошлом году была на семинаре у психолога Татьяны Васильевны. В мае она мне позвонила и пригласила принять участие в проекте «Семейный круг. Северный путь добра», который проходил в Великом Устюге. Скорее всего, у нас у самих было как-то боязнь, да, что долго ехать, как ребенок перенесет это все. Но видишь, что ребенок с этим справляется, видишь, что другие дети, вообще отлично все было прекрасно, и как-то мы успокоились. От проекта у нас только очень хорошие остались впечатления, и мы приехали прямо с положительными результатами. А вот еще ребенок самостоятельно начал кушать. Мы умеем уже сами одеваться, переодеваться. У нас слабые мышцы были после. Этот проект мне открыл глаза. И я поняла, что мы не одни. Таких родителей, детей много, но все как-то справляются. Не надо никогда опускать руки. Мы были в сказке, я не знаю, я каждый день улыбалась, у меня аж мышцы здесь болели по вечерам. Такого тут не было же. Зинаида и Саша Климовы не только с пользой провели время в отчине Деда Мороза, именно там им выдалось отпраздновать первый юбилей Саши по-волшебному. Мое знакомство с Ихарасхал вообще началось с семинара «Мир глазами моего ребенка». А потом мы уже начали ходить. Ходили там на экскурсии, они нас приглашали. И мы ездили в Великий Устюг. Сразу согласились, без никаких раздумий, потому что такое приглашение, это вообще, мне кажется, раз в жизни бывает такое. Было беспокойство от того, что мы в первый раз в группе ездим. С нашим диагнозом это довольно-таки рискованно. И вообще, это в первый раз у нас такое. Такое беспокойство было. Все нормально у нас произошло. Саша наконец-то стал спать отдельно. Он стал кушать лучше. Общаться с детьми, вообще обращать внимание на детей. Это самое главное, так как у нас аутизм, и с аутизмом есть трудности общения вообще с обществом. Поэтому для нас это большой прорыв. Ждали только хорошего, только позитивного. И будем сейчас так же ждать, может что-то у нас откроется. Может быть, мы сможем пойти в садик. Может быть, у нас получится общаться с другими детьми. Может быть, мы вообще начнем говорить. Наш первый юбилей отметили в Великом Устюге. Это нам вообще сказочно повезло, можно так сказать. В день рождения мы пригласили всю нашу группу. Пригласили нашего фотографа, пригласили клоунов, пригласили мыльные пузыри. Дети очень были в восторге. Особенно мыльные пузыри, это просто была такая радость на самом деле. Саше мы испекли торт. Наш первый юбилей, 5 лет в Великом Устюге, в отчине Деда Мороза, в гостях у сказки. В следующем выпуске мы продолжим знакомить вас с семьями, которые ощутили на себе волшебную терапию под названием «Северный путь добра» в Великом Устюге. В жизни каждого человека случаются моменты, от которых отпускаются руки. Важно вовремя осознать, что жизнь дает испытания, которые вы в силах пройти. Наш герой рубрики «Разные, но равные» – молодой, открытый человек, который с удовольствием рассказал нам свою историю. Он
Родился обычным ребенком. 2 годика он переболел гриппом. Грипп был какой-то сложный, и после этого уже он начал плохо слышать. И с годами уже увеличивался. Но все равно как бы с логопедами работали. Школьный логопед работал с ним. И в садике тоже логопед работал. И дома занимались как бы. В школу он пошел обычную, мартинскую школу. Там учился. 9 закончил, потом после 9 технику. Когда в школе учился, да, у него в то время аппарата не было. И даже когда на уроках, да, он переспрашивал, учителя говорили, как бы, надо быть внимательным, уже не повторяли. И у него как бы образование низко сразу вниз пошло, да. А в техникуме как бы таких детей много, и вроде бы общения было со всеми друзьями, теперь в море, так сказать. Детство у меня было, можно сказать, самое простое. Вот когда в детсаде был, можно сказать, утром выходил, вечером возвращался. Или приходил домой покушать и выходил обратно. В школе я вообще был скромный, тихий, белой вороной, можно сказать. А остальные в школу я не любил. В техникум я поступил абсолютно спонтанно. Я только в последний момент о ней узнал. Ну, везде говорили, типа, после 9 не принимаем, нужно только после 11. Потом, оказывается, в том техникуме училась моя сестра, двоюродная, она тоже глухонемая. И она предложила туда пойти. И там повар тоже был после 11, и я пошел к пекарю-мастеру, и там отучился. Благотворительный фонд «Харсхал» пришел к нам в техникум, и сказали в каждой группе, как бы, типа, самых активных, самых таких топчиков, можно сказать. Туда пришло много народу, из них выбрали нас 10, и мы пошли к ним сюда в офис и начали проходить недельное обучение, как бы тренинг. И потом уже в конце как бы практика была. Ну, практика — это как первый урок доброты. Нас по парам разделяли и в классы водили разные. И там проводили. Сначала было волнительно очень, потом уже давай, держись, и легко начал проводить. Самый большой класс был 8-й. Вот. И им как-то сложновато, потому что они всегда в телефонах сидят там, или кто-то с кем-то разговаривает. А детям интереснее, потому что там игры есть, и всякие вопросы, интерактив. Благодарность в первой части — это Юля и Нургуяне, потому что они как бы первые нашли меня, можно сказать. И, конечно же, всем сотрудникам Харсхала. Они меня раскрыли, можно сказать, научили, как это делать, как, например, общаться с детьми, как делать правильный подход. В общем, во всем помогли, в частности, в моей психологии. Толя всегда ставит перед собой конкретные цели и добивается их, несмотря ни на что, чего мы и вам советуем. Осуществлять задуманное, быть всегда на позитиве, тогда мир откроется совершенно с другой стороны.